Падение российского самолета. Путин меняет планы, отказывается от переговоров. В Киеве говорят, что Украина не переживет еще одной революции, а Ташкент и Москва вновь договариваются. О чем? В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости к этому часу. Президента Америки ждут в Киеве с визитом. Зеленский заявил о том, что Украина нуждается в инвестициях, и именно бизнес США получит приоритет на работу в стране после завершения войны. Что могут получить? Команда Трампа совершила ошибку перед будущими переговорами между Киевом и Москвой, а Украина прекратит свое существование, если произойдет еще одна революция. Детали резонансного заявления экс-главы украинского МИДа, который хочет отлавливать украинцев. Путин выгоняет депутата за его длинный язык, Бишкек задыхается, в Польше говорят о депортации украинцев, россиян и белорусов, а в РФ умер военный преступник. Обзор главных новостей. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Ким Чен Ын и Путин работают над запуском совместного производства беспилотников. Об этом пишет японская пресса. И, судя по всему, производственные мощности будут находиться на территории КНДР. Японская пресса со ссылкой на свои источники уточняет: Москва и Пхеньян достигли соглашения, в рамках которого Россия передает Северной Корее техническую помощь для разработки нескольких типов беспилотников, предназначенных для массового производства. Источники также утверждают, что это соглашение о разработке дронов стало своего рода ответной платой за отправку Северной Кореи солдат в помощь России, которая продолжает войну против Украины. Тем временем Украина продолжает демилитаризацию российской армии. Накануне военные 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский самолет Су-25. Удар по сушке произошел на Торецком направлении, где сейчас идут ожесточенные бои. В Украине говорят, что приземлить штурмовик удалось воинам противовоздушной обороны. Согласно статистике Генштаба, ВСУ сбили или уничтожили высокоточными ударами уже 369 российских самолетов и 331 вертолет. Трампа ждут в Киеве с визитом, но прежде его приезд в страну необходимо подготовить. Об этом заявил Зеленский, который уже неоднократно приглашал Трампа в Украину, чтобы тот понял, что завершить войну за 24 часа, как хотел республиканец, невозможно. В Киеве говорят, что США главный союзник Украины как во времена войны, так и во времена мира. Зеленский уверяет, что во время предстоящей встречи с Трампом собирается обсудить с ним 3 пункта: гарантии безопасности, инвестиции в Украину і послевоєнне восстановлення страни. Для мене це серйозне питання. Для американських компаній, вони захищають нас. Американці, європейці нас захищають. Дивіться, хто нас захищає, той і буде відбудовувати Україну. І тут, окрім вдячності, це великі гроші для бізнесу. Я завжди казав, я вважаю, що от в тій пропорції. Так, бо це великі гроші. Гроші на відбудову. І в тій пропорції, як нам допомагають, як нас захищають, в такій пропорції приблизно. І мають право бізнеси відбудовувати Україну і заробляти ці гроші. Американці більше всього допомагали, і тому американці повинні більше всього заробляти і відбудовувати Україну, мати цей пріоритет. І вони будуть мати. Зеленский также говорит, что Путин увеличивает армию на 100 тысяч человек, а это означает, что он не готовится к переговорам, а готовится к войне. Команда Трампа совершила большую ошибку. Представители Белого дома слили тему будущего Украины в НАТО в преддверии переговоров между Россией и Украиной. Хотя должны были продать ее втридорога Путину, а не уже сейчас говорить, что данную тему нужно отложить в сторону. В этом уверен бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также говорит, если Россия начнет бои за Одессу, Киев или же Львов, то эти города будут уничтожены вместе со всеми историческими достопримечательностями, так как тактика РФ оставить после себя выжженное поле. Кулеба также считает, что Украина не переживет еще одну революцию. Почему? Ответил странно, вспомнив про 9 жизней кота и заявив, что страна уже исчерпала все свои 9 жизней. Возмущение в соцсетях вызвало и еще одно заявление бывшего министра иностранных дел страны, которая движется в ЕС, где уважают свободу слова. Кулеба рассказал, за что бы отлавливал украинцев и бросал бы их за решетку. Мене реально просто вибішує,
коли приходить людина, бот, що, і починає, а що мені ця країна дала? Типа, а що це взагалі таке? Я нікому нічого не винен. А покажіть, а що я повинен її любити? От коли це індивідуальний хейт, то з цим можна жити. До цього вже ми маємо звикнути. Це просто нова реальність, тому що кожен отримав право висловити свою дурь в соцмережах і свою ненависть. Я всім рекомендую на це навіть не зважати і не реагувати. Але коли закидується оця історія про те, що хірова держава, хірова країна, оце вже такі люди, їх реально треба просто відловлювати и сажати за державную зраду. Кулеба уточнил, что подобные заявления о несостоятельности государства в разные времена приводили к голодомору и уничтожению национального ДНК. В Польше увидели тревожные тенденции, которые могут привести к возрождению преступных группировок. Такое громкое заявление сделал мэр Варшавы, который собирается стать президентом страны. Рафал Чашковский в своей речи о том, как Польша собирается бороться с преступностью, упомянул о депортации граждан России, Беларуси, Украины, Грузии и Молдовы. Говорит, что в прошлом году таких уже выставили за границу Польши. Причины были. Chcę jasno Państwu powiedzieć, że zero tolerancji. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы должны проявлять абсолютную нетерпимость ко всем, кто находится в Польше и нарушает польские законы. Такие люди будут высланы, они будут депортированы. Как я уже говорил, только в 2024 году мы выдворили 182 человека. Это граждане Грузии, Украины, Молдовы, России и Беларуси. И я хотел бы, чтобы это прозвучало снова. Варшава в безопасности, Польша в безопасности. Напомню, ранее премьер Польши Дональд Туск поручил министру внутренних дел и министру юстиции разработать план немедленного реагирования на преступления, совершенные иностранцами. Он уверяет, что такие меры направлены не только на борьбу с преступностью, но и на предотвращение нелегальной миграции. А проблема существует по сей день на границе с Беларусью, ведь Лукашенко вместе с Путиным продолжают гибридную войну против ЕС. Украинцы, а также граждане Сирии, Афганистана и Турции чаще всего пытались въехать в Германию без необходимых для этого документов во втором полугодии 2024 года. Об этом пишет немецкая пресса, ссылаясь на статистику правительства ФРГ. В материалах говорится, что доля сирийцев среди тех, кто пытался въехать в Германию, составляет 20,6%, а доля украинцев почти 20%. При этом речь не всегда идет об украинцах, которые бегут в Германию от боевых действий в Украине. Гражданам Украины, которые уже много лет живут за границей, не угрожают боевые действия в Украине, поэтому необходимости в их защите нет. Смена места жительства по другим причинам, без необходимой для долгосрочного проживания визы, невозможна на основании соответствующего постановления. Бишкек – лидер антирейтинга по загрязнению воздуха. На этой неделе индекс качества воздуха в столице Кыргызстана достиг показателя в 260 единиц, что соответствует категории «очень вредно». В некоторых районах уровень загрязнения достигает отметки 449 пунктов, а это уже чрезвычайно опасный уровень. Панорама города, снятая с высоты птичьего полета, указывает на уровень проблемы. Над столицей плотный слой смога. В Бишкеке говорят, что причин, по которым сложилась такая ситуация, несколько. Это в первую очередь автопарк города и столичная ТЭЦ. Дополнительную угрозу представляют сжигание мусора и отходов из швейных цехов. Кроме того, географическое положение Бишкека. Мы расположены в низовье от гор, когда именно холодные времена, оседает, нету проветриваемости, и к этому большую роль сыграл хаотичное строительство тоже, потому что у нас нет обветриваемости. Новый договор между РФ и Узбекистаном. Москва и Ташкент собираются ввести новый механизм регулирования трудовой миграции. Делегации двух стран уже даже провели определенные переговоры по этому поводу. Пресс-служба агентства внешней трудовой миграции сообщает, что в сотрудничестве с Россией в Узбекистане будут созданы спеццентры подготовки для граждан, которые хотят временно работать в РФ. Напомню, буквально в конце января агентство по миграции сообщало о возвращении за 2024 год тел 483 трудовых мигрантов в Узбекистан, которые были временно трудоустроены за рубежом на законных основаниях. Больше всего граждан Узбекистана умерло либо погибло в России.
474 человека. Кроме того, агентство по миграции помогло вернуть 775 человек, оказавшихся в сложной ситуации. Капитана больше нет. В России умер военный преступник, причастный к убийству мирных украинцев в селе Гроза. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. В ГУР не говорят о причинах смерти российского капитана, но уверяют, что трепанация черепа и российская хирургия ему не помогла. Константин Нагайко командовал дивизионом, который ракетой «Искандер» убил сразу 59 человек. Удар пришелся на магазин и кафе, где проходил поминальный обед. Тогда погибла 5-я часть села. За длинный язык лишился работы. В РФ активно обсуждают новость о выводе из Комитета Госдумы по обороне депутата-единоросса Андрея Гурулева, который известен своими походами по студиям РосТВ и неоднозначными высказываниями, которые, как полагают зрители, часто депутат делал, находясь под градусом. Гурулеву при этом нашли место и отправили в другой комитет, но уже по региональной политике и местному самоуправлению. Сам он заявил, что очень рад. Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания и надеюсь, что мой опыт в этой сфере позволит мне внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей. Мы продолжим решать самые актуальные и острые вопросы. Российские пропагандисты при этом пишут, что Гурулева, который предрекал точный ракетный удар по студии Соловьева или же говорил о том, что в высоких кабинетах не любят правды о ситуации на фронте, убрали из-за того, что признали недоговороспособным. Его неоднократно просили придержать язык за зубами. Просьбы такие поступали в том числе из администрации Путина. Но Гурулев себя не контролировал и в прямых эфирах призывал применить ядерное оружие, ввести в России налог на бездетность, ввести в российскую армию сирийцев и не только. Кроме того, Гурулев хотел уничтожить Киев, ударить по Лондону, а памятник Лесе Украинке в РФ заменить памятником Кадырову или Пригожину. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.